Всем привет, дорогие телезрители! Большое спасибо, что вы включили наш канал, смотрите НВК Саха и Саха-24. И снова я, меня зовут Петр Говоров, ваш слуга здесь. Ну что, дорогие наши телезрители, я бы хотел сделать такую подводочку для нашего замечательного сюжета. Мы все понимаем, что скоро лето, надо заниматься спортом. И все-таки мне надо тоже подкачаться. Так что я пойду в фитнес-клуб и позанимаюсь. А вы, дорогие телезрители, посмотрите замечательный, красивый, просто изумительный сюжет «Магазин горящих туров». Смотрим. Долгожданное лето уже не за горами, и многие из нас наверняка уже задумались о том, где и как провести свой отпуск. Магазин горящих путевок – это одна из самых опытных туристических фирм, которая работает в городе Якутске уже более 5 лет. Географическая отдаленность нашей республики уже давно не является поводом отказаться от отдыха за границей или же на курортах Российской Федерации. Наша туристическая компания является филиалом федеральной сети магазина горящих путевок и насчитывает около 600 офисов в России, по Украине, Белоруссии и в Казахстане. Наша компания входит в реестр турагентов Ассоциации выездного туризма «Турпомощь». В Якутске мы работаем с 2011 года. И за все время работы мы отправили около 30 тысяч туристов по 40 странам мира. Наши работники каждый год ездят на обучение, в рекламные туры и тем самым повышают квалификацию. 2 раза в год наша сеть проводит конгресс для директоров, для того, чтобы мы были в курсе последних тенденций, изменений и нововведений. Магазин горящих путевок отличает от других турагентств города Якутска наличие сайта, единого колл-центра, а также круглосуточной службы поддержки за рубежом. И это очень важно для каждого туриста. Опытные специалисты турагентства помогут грамотно, выгодно и надежно подобрать любой тур в зависимости от ваших предпочтений. Среди множества предложений от туроператоров, в зависимости от пожеланий клиентов, мы всегда найдем оптимальный вариант. В сети магазинов горящих путевок мы предлагаем услуги по приобретению авиабилетов, бронированию индивидуальных туров и заказа санаторно-курортных путевок. Также хотелось бы отметить, что туры можно приобрести в рассрочку и в кредит. У нас всегда большой выбор горящих предложений, где стоимость на туры максимально снижена. Ну а какие же направления актуальны и популярны сегодня? На лето 2017 года мы предлагаем прямые вылеты из Якутска по странам Таиланд, Вьетнам, Китай и Южная Корея. Из других стран наиболее популярны это Турция, Тунис, Кипр, Болгария и страны Европы. Также сейчас наибольшей популярностью начинают пользоваться туры в Азербайджан, Армению, Грузию и круизы. То есть круизы по Средиземному морю и Карибским островам. Мы предлагаем туры по России: Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды и Белокурье. Прямые вылеты из Якутска есть Симферополь, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток. Довольные, а главное благодарные туристы всегда возвращаются в магазин горящих путевок, чтобы вновь воспользоваться услугами только этого турагентства. И это главный показатель качества. Я пользуюсь услугами магазина горящих путевок уже много лет, очень довольна и всем рекомендую. Всем привет! Сейчас мы отдыхаем в Арабских Эмиратах. Здесь очень тепло, классное море, много достопримечательностей. А тур мы приобрели в магазине горящих путевок. Ура! Привет из Вьетнама, мы отдыхаем. Присоединяйтесь! Летайте вместе с нами, и вам позавидуют попутчики. Магазин горящих путевок находится по адресу город Якутск, улица Ярославского, 20, офис 101. Всем привет еще раз. Вы посмотрели классный сюжет «Магазин горящих путевок». То есть я вначале сказал туров, извиняюсь, путевок. Ну что, дорогие наши телезрители, в гостях у нас замечательные гости. Это Артур Айрапетов, призер соревнований на Гран-при Республики Саха-Якутия по бодибилдингу. Покажи мышцы, пожалуйста, 2015-2016 А тут уже ничего не осталось. Ничего не осталось, да? А также, ну, я так скажу, да, девушка твоя, Ксения Марусенко, ревизер,
И студент. Ревизор. И студент. Ревизора, да. Итак, дорогие наши, большое спасибо, что вы пришли к нам. Что мы будем делать? Скажите. Сегодня мы сделаем такой легкий салатик. То есть это не спеша. завтрак уже будет, Это получается, просто уже такой обед перекус. чемпиона. Да, если, вот, допустим, ты приезжаешь домой, времени совсем нету, вот зашел в магазин, взял буквально яблоко, банан, грушу и так настрогал себе, перекусил и дальше по своим делам. Мы помыли фрукты, конечно же, да? Как Слава надо. богу, что Слава помыли. богу. Ну что, давай. Так, ну Учимся. начнем, да? Ну, технику прорезания яблок я показывать вам не буду. Пока ты будешь Уже готовить, знаете, да. пока ты будешь готовить, расскажи, пожалуйста, о себе, может, телезрители не знают тебя. Мне- Ты участвовал в «Мистер Якутск», Ну да, ты бодибилдер, было дело такое. пауэрлифтинг тоже присутствует у тебя. Также ты инструктор. Да, я Давай. инструктор тренажерного зала. Вот. Как вообще началось все? Как я пришел вообще к этому спорту и стал тем самым инструктором? Вообще спорт я с детства как-то любил, всегда активно в разных секциях в школе участвовал. И баскетболом занимался, и футболом, и борьбой, и лыжами. Ну, чем только можно было. У нас еще городок такой Алёкнес, там небольшой, поэтому там особо... Ты с Алёкнес, Да, получается. там особо-то выбора не было. Вот. Но отец меня с детства что-то как-то любовь не такую дал к железу. Я помню, смотрел на него, он Я в свое тебе время помогу. такой большой был. рассказывай. Да. Давай, он большой был. Там еще в те времена у всех фанатов был Бананчики. Шварценеггер. Отлично. Вот в те времена еще фанат был у всех Шварценеггер. Смотрели, помню, его постеры на стене. И подходишь, так думаешь, блин, охота быть таким же. Смотришь на себя, думаешь, ну чуть-чуть осталось. Обычно же говорят, что 12 лет спортсмены, смотрел. бодибилдеры все-таки говорят, ну, чуть-чуть, ну, неграмотный, может быть, не читал книжек. Но я знаю тебя очень хорошо, Артур, ты очень грамотный, культурный, интеллигентный человек. Ну да, я просто... Это стереотип такой. Если есть мышцы, нету. Но на самом деле, как бы я неграмотный такой, если просто с тобой пытаюсь... Попроще, как говорится. Шучу, да. Нет, конечно, это все стереотипы. Человек, если он эрудированный, грамотный, он таким и будет, независимо, каким спортом он занимается. Но это сложный вид спорта, Шахматами, сложный вид либо спорта. железом, да. А если в голове ничего нету, то ты, как бы, знаешь, там и в экономике будешь сидеть вот так вот. Ничего не Например, знаю. я вот пытался уже несколько раз заняться бодибилдингом, честно скажу тебе, Артур, но, к сожалению, не получилось. бодибилдинг, Очень сложно. я так Это скажу, диета, это, это скорее все на всего, свете. Самый массовый вид, наверное, спорта. Почему? Давай отвечу. Потому что возьмем мы, допустим, да, бодибилдинг, это что? Это строение тела переводится, да, с английского. Допустим, возьмем мы лыжников, боксеров, пловцов, совершенно любой спорт, да, все себе какую-то физику, да, технику все равно не в зале железом нарабатывают, да. Здесь ты Просто, прав. допустим, бодибилдинг отличается соревновательно от обычного для здоровья, да. Что обычно для здоровья ты приходишь, именно мышцы держишь в тонусе, да. Соревновательно это уже у тебя именно цель идет, да, вот набрать здесь убрать, да. То есть ты себя вот буквально как вот вырезаешь, да, там фигуру делаешь себя, вот. Тебя не остановить, Артур, прекрасно рассказываешь. Что мы готовим еще раз телезрителям, скажи, пожалуйста. Мы готовим самый простой, обычный, легкий салатик, Фруктовый. да. Ты каждое Углеводный. утро, обед и ужин Нет, питаешься. не обязательно я так питаюсь. Как Просто, правильно питаться, да? иногда бывает в моем рационе вот присутствует вот такой салатик. И все-таки я бы хотел спросить у Ксении. Ксения, сколько лет вы занимаетесь фитнесом? Я знаю, что вы, получается, ревизор, да, человек, который Магазины приходит контролирует. без приглашения и проверяет. Как это, Лена Летучая на пятнице. Да, скоро будет Все её такая не любят. передача, наверное, «Наверняка Саха». Вот расскажите о себе, пожалуйста. Ну, занимаюсь спортом я с детства, это был волейбол изначально. Так что фитнесом я увлеклась буквально, года полтора назад, именно тогда, когда мы познакомились с Артуром. Мне Интересно, где познакомились, Артур? Ну, познакомить как бы это банально не было, как, наверное, большинство молодых людей сейчас. Угадай, Это клуб? был клуб, да. Не будем говорить, какой клуб. Вечеринка, и так получилось, что с того момента уже 2 Самое года главное, вместе. перебью Ксению, да? Мы потом уже, когда разговорились, и все, вот в этот клуб, куда мы ходили, на самом деле я-то редко в клубы хожу, и она тоже редко ходит. И именно совпало так, что мы пришли, а я еще такой пришел. Помню, даже не планировал туда с парнями сидеть, думаю, поехали. Такой паренек пришел, не знаю, как меня пустили, правда. Спортивная футболка была. Adidas. Да, штаны были спортивные, Твой клуб, кроссовки. наверное, соответствующий. Ну, как бы более нормальный клуб, просто не знаю, как меня Известный пустили, да. И я туда пришел, и не знаю, пропустили меня, но ее увидел на поле, думаю, ну, симпатичная девочка, да. Ты просто симпатичная. Подойду, познакомлюсь. Ну, как она на меня внимание обратила еще на такого, я не знаю. А как это все случилось? Ну, подошел, я помню, изначально, как познакомиться, а я в клубах очень редко знакомлюсь, такое место, что не стоит, да. И я помню то, что он
был настолько настойчив, что отказать просто я не смогу. Показывал мышцы. К сожалению, нет. Все было видно. Я мышцами не беру. Итак, я бы хотел Мозгом. вас перебить. Также у нас проходит розыгрыш, дорогие наши телезрители. Включайте каналы и, пожалуйста, зайдите в Инстаграм, хэштег Петр Говоров. Зайдите, там проводится розыгрыш. Вопрос звучит просто. Как зовут Джа Халиба по-настоящему? Вот и все. И порядковый номер ваш. Потом регенерация случайных чисел, и мы определим победителя. Вы получите вот эти долгожданные прекрасные билеты на концерт Джа Халиба, где продаются ТРК, Центральный, Лена и ТЦ Проспект. А подведу итоги я через неделю. Так что давайте, я жду вас. Заходите в Инстаграм. Ну что, продолжаем, перебил вас. Давай. И можно показать несколько упражнений? У нас еще 2 минуты. Я думаю, что, наверное, пока вы мне тут... все-таки у нас присутствуют болельщики и фанаты ваши. Я бы просто хотел сижу, чтобы- пока режу, мне Да. хочется съесть. Можно Ксения? Ксения, у вас? наверное, лучше. А, Ксения, да? Ксения, да, сначала Давайте, Ксения, я а потом встаю. уже Артур покажет. Вася, стань, пожалуйста. И, я пока вот наверное, это. вот девушку одну. Как вас зовут? Алена. Алена, прошу вас. Ну что, мы будем повторять. Остаемся Ксения, в одну линеечку. в одну линеечку. Итак, упражнение, которое мы будем выполнять, называется выпады назад. Выпады назад. Правая, левая поочередно. Работает мышцы бедер и ягодиц. Итак, начинаем с правой. Руки так немножко подальше друг от друга Так. станем. Давайте я, наверное, вперед. Давайте вот так. Шаг. Начинаем с правой. Итак, раз, О, Господи. Да. на место. Левая, на место. Правая, на место. Ну, давайте я Левая, посмотрю, как все делают. на место. Я уже заболелась. Правая, на место. Левая, на место. Скажи, Это какая типичное мышца упражнение, которое можно выполнять даже дома. Главное, что есть в этом упражнении, задействованы мышцы бедер, ягодиц, как я уже сказала. Это очень Нужно не полезно. забывать Полезно. держать спину право, да, очень полезно. То есть Если даже прямо, да, нет, имеете да, в виду спину если держать? даже нет возможности ходить в спортзал, я думаю, это можно и дома вполне выполнять, чтобы поддерживать. А если нет инвентаря, получается, какие-то тяжелые упражнения делать? Брать, не знаю, подручные предметы. Ребенка. Ребенка? Да, Если есть ребенок, можно взять ребенка. Для баланса, да. Для Ну вот баланса. тут представьте, попробуйте, вот у вас ребенок. И также одинаково. Я думаю, мамочкам это очень актуально. Главное, ребенок. И главное, крепко ребенка держать. Хорошо, дорогие наши, мы уходим на рекламу. Дорогие телезрители, не покидайте нас. Скоро вернемся. Ну что, давайте мы пока занимаемся. Сейчас я попробую чуть-чуть. Ну все, Мне заканчивать? я стоит? готов. Большое спасибо, что вы остались с нами. Мы продолжаем. И хотел бы сделать такую подводку к нашему следующему сюжету. Сюжет под названием «Элис». А знаете, о чем там будет? Знаете, о чем? А там будет прекрасная одежда от магазина «Элис». Смотрим внимательно. Приходите к нам. Магазин модной женской одежды от российского бренда «Элис» давно полюбился многими женщинами и уже 3 года стремительно завоевывает сердца дам нашего города. Сегодня прекрасный день, где собрались все, наверное, красивые женщины нашего города. Можно даже такое ощущение, как будто праздник 8 марта, да? «Элис» – безупречное сочетание элегантности, высокого качества кроя и идеальной посадки. «Элис» – это большой выбор модной одежды от 42 до 56 размера. Мы, компания НВК, сотрудничаем с «Элис» постоянно. Наши ведущие выглядят прекрасно именно благодаря магазину «Элис». Весна – время для красоты, для цветения и для всего самого наилучшего. Голубой и синие брючки в сочетании с розовыми туфлями очень оригинально смотрится, да? К этому пальту еще идет пояс, вы можете его самостоятельно. Когда женщина заходит в магазин, она с порога понимает, что это такое. Если там рюши, блески, пайетки, все это сверкает, все это богато, то ты понимаешь, что кроме этого богато там ничего нет. А «Элис» магазин такой изысканной элегантности. Магазин модной одежды. Я не модель, но когда я покупаю одежду «Элис», у меня настроение сразу поднимается. Бывает всегда что-то для души. Поэтому ноги сами ведут. Если я прохожу мимо магазина «Оптимист», то я
не приходя в сознание, оказываюсь на 5-м этаже в этом магазине. Не знаю. Сегодня приятный вечер, действительно такая хорошая атмосфера, общение, пожелания расширения сети. С днем рождения, Элис! Все очень красиво, все очень вкусно, так хорошо подготовились. И очень интересно. Да, нам особенно понравилась линия одежды, особенно вот постельный и пальто. В общем, очень все красиво. Элис, с днем рождения! Я считаю, что это один из самых лучших магазинов в городе Якутске. Великолепная посадка. То есть на наши 1,65 м, 1,70 м, как мы находимся в регионе, великолепно садится. Причем тут отличная линейка, пальто, платье. То есть можно на все случаи жизни. И для праздника, и на каждый день, и на работу. Поэтому я приглашаю всех наших женщин, чтобы они как можно чаще приходили к нам, радовали себя и радовали нас своим посещением. Элис благодарит всех партнеров «Золотник», «Ана Плюс», «Адарич», «Скинтайм», «Флэр де Лис», а также Марию Давыдову, Надежду Докторову и особенно известному дизайнеру Петру Яковлеву за непосредственное участие в презентации новой коллекции и дне рождения магазина. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Alice, happy birthday to you. С днем рождения еще раз магазин «Элис». Поздравляем вас. И хотел бы еще раз вам высказать про Джа Халиба. Помните, какой вопрос был? Как по-настоящему зовут Джа Халиба? Свои ответы отправляете в Инстаграм. Я обязательно посмотрю, и через регенерацию случайных чисел мы найдем победителя. Через неделю, в следующую пятницу. Ну что, дорогие, мы заканчиваем. Артур, Ксения. Так, я маленько отвлекся, заслушался про Джа Халиба. Я даже перестал резать. Ну, извини, да. Если что, я тебя приглашу, но там уже билетов не останется. А ты пригласи, когда не останется? Да. Ну и последний банан нарежем. Видели же, нет? Наверное, все видели чувака в Инстаграме, да? Такой в очках с косичкой все время так что-то растет. Что-то мясо, правда, режет. Да, он еще соль добавляет. И потом так соль-то. Только у меня соли нет. Я помог йогуртом, забрызгаешь здесь все. Так, ну вот, друзья, короче, салатик мы с вами сделали, да? Он получился настолько аппетитный, может, я просто голодный, что покажи что его даже йогуртом, в принципе, можно не заправлять, только что надо не такую ложечку брать, а поварешку такую побольше и прямо... Ну ты это сам принес, Артур. Да. Вот, поэтому, ребят, просто, вкусно и быстро. А йогурт потом добавим. А йогурт на потом добавим, да. любителя. Это на любителя. Я не люблю йогурт. Да, ну это просто, я не знал, что можно сделать такое. Ну, Артур, покажи, пожалуйста, несколько упражнений, если это возможно. Давай, одно упражнение покажу. Зайдем вглубь, чтобы нас было видно. Петя, ты сегодня прям весь в спорте, да? Да, я весь в спорте. И спиной, пожалуйста, не стоим, чтобы все видели. Ну давай, еще, наверное, кто-нибудь. Ребят, давайте ставим. Ребята, давайте станем все. Можете девушка встать. 3 человека. Девушки, да, парни тоже. Я же все-таки как тренер, как бы, я давай, вас должен это проконтролировать. Пинка под зад, давай. Мы готовы. Так, надо, чтобы вот все стояли. Смотрите, упражнение покажу такое, которое, в принципе, как девушкам, так и мужчинам очень полезно. Это после чемпионского обеда. Ну, после чемпионского обеда полежать надо, я думаю. Полежать, то есть заниматься уже никак. Да, значит, до чемпионского обеда мы занимаемся. Заниматься надо примерно час пройдет после того, как мы покушали, 1,5, чтобы желудок не был полный, и заниматься. Самое простое, ну не самое простое, но как бы в принципе сложно по технике, давай, но его в принципе для всех очень хороший. Присед. Вот, ноги ставим чуть шире, ширины плеч. Готов? Да. Руки вперед отводим. Перед собой? Да. Вот, таз назад отворачиваем, вот, садимся. Артур, ты специально все делаешь это. И выше. Самое главное, ну продолжайте, я посмотрю на вас. Более-менее у тебя сразу ошибка. Ошибка, смотри, какая. Какая ошибка? Я скажу, да, на заметку, вот, вам скажу. Да. Вот. Видите, да, вот он садится, да, и вот получается у него коленки сильно вперед уходят и пятки отрываются. Это чем чревато? Во-первых, если он будет с весом приседать со штангой, он может перевернуться, а во-вторых, у него травма колена может быть, да, сустава. То есть как бы это делать неправильно. Надо все делать ровно четко. На ширине плеч, спина прямая, таз назад, коленки не выходят за носки. Все. Спасибо, дорогой, спасибо большое за упражнение, которое он нам показал. Мы обязательно будем выполнять, будем тренироваться. Но я хотел бы сейчас пригласить нашего следующего гостя. Таисия Макарова, прошу вас. Керлингистка наша замечательная. Давайте мы сюда присядем. Возможно. Опа. Что, Таисия, большое спасибо, что вы пришли к нам на наш эфир. И я бы хотел бы спросить, вот недавно проходили первые соревнования в Якутии по керлингу.
Что за вид это керлинг? Я сам знаю лично, но телезрителям надо объяснить. Керлинг – это, во-первых, олимпийский вид спорта. То есть все занятия вообще в целом керлинг, он проходит на льду. И игра, она очень занимательная. И здесь, то есть лед, он разлинован, и, соответственно, есть камни, они 20 килограмм. Есть щетки. Есть человек, который катит камень, он делает выпад по льду и дает, да, получается? И дает направление камню. И остальные участники, они свипуют. А что такое свип? Свип – это как раз-таки трение щеткой по льду для того, чтобы камень двигался в нужном, необходимом направлении. Вот все-таки, Таисия, вы занимаетесь уже сколько месяцев керлингом? Вы знаете, около 2 месяцев. 2 месяцев. Да. Впечатления, эмоции ваши? Ой, очень много впечатлений. Вот у нас недавно прошел первые соревнования. В истории Якутии первый турнир вообще, по керлингу. да, по керлингу. Он прошел на высоком очень уровне. Приезжают к нам, кстати, проводят мастер-классы люди с Хабаровска. Из Санкт-Петербурга, Александр Орлов. Да, он очень прям такой супер мастер-класс, где мы действительно окунулись вообще в керлинг. А кто может прийти? Это где все происходит? Происходит, да, в волейбол-туре на нашем катке, у нас он один. Я знаю, что это бесплатно. Это То есть любой желающий, ребята, вы можете прийти также позаниматься керлингом. В какое время? Вторник, среда, четверг с 12:30 до 13:30. Вторник, среда, четверг с 12:30 до 13:30. Занятие проходит целый час, да. И в воскресенье в 22:30. Напоминаю, воскресенье 22:30. Да. То есть одежда какая должна? Одежда спортивная. Так как идет выпад, то на правую ногу лучше одевать наколенник, потому что зачастую первые выпады это касание коленом льда, то есть и колено как бы начинает мокнуть. И вторая обувь должна быть с носком не на резинке, то есть носок должен быть слайдер, да? Гладкий. Нет, гладкий, носок именно, я говорю о кроссовках, то есть он должен быть гладкий и не на резине, потому что когда катишься по льду, резина она тормозит и движение, соответственно, медленнее, чем нужно, да? И, естественно, это каток, то есть что-то тепленькое, какой-то свитер, может быть. Какие мышцы развиваются, Таисия? Ой, на самом деле... Я знаю, что это ягодицы, как Ксения нам показывала упражнение. Да. И Артур тоже. И очень важна растяжка. То есть, если человек садится на шпагат, это просто огромный плюс для керлинга, потому что в момент выката практически шпагат происходит. Вот я бы хотел у наших инструкторов спросить. Артур, ты видел керлинг не раз, чемпионат Европы, чемпионат мира. Вот расскажи, пожалуйста, какие мышцы развиваются? Может, мы не правы, мы не профессионалы? Чемпионат Европы, чемпионат мира ни разу не смотрел, но я Олимпиаду люблю посмотреть, а там как бы керлинг ты хочешь, не хочешь, получаешь. Олимпиада в Сочи имеется в виду? Ну, вообще, не только в Сочи, они же каждые 4 года меняются. Какие мышцы развиваются, Артур? Так, я никогда не присматривался, но судя по тому, как... Вообще я технику керлинга не знаю, знаешь, вот они там бегают, да, там. Скорее всего, мне кажется, руки очень хорошо честно, работают. Артур признался до эфира, он сказал, что я очень люблю керлинг и приду обязательно позаниматься керлингом. Я чемпионом по керлингу стал. Приходи к нам. Отдельная команда бодибилдеров. Договорились? Где бы еще их собрать-то всех? Договорились, Артур? Если наберется народ, то придем. Спасибо. И хотелось бы спросить, а тренера, инструктора по керлингу у нас присутствуют? Присутствует, да. Вот недавно тренер посетила Сочи, да, и была в Москве, и она видела площадки, которые занимаются прям профессионально. В Сочи есть целый комплекс для керлинга, и там, естественно, лед более подготовленный, чем у нас пока. Вот. И она также проводит мастер-классы, присутствует на каждой тренировке, либо она, либо другие тренера. А кто занял первое место? Команда, Лейботера. Лейботера. Да. Какой приз и куда они дальше летят? Если я не ошибаюсь, Новосибирск. Да, они летят на чемпионат России в Новосибирск, и, соответственно, приз у них был денежный. Сертификат, материальная помощь. Да. Ну что, большое спасибо. Наши дорогие гости, вы пришли, поддержали меня и наш эфир. А вы, дорогие телезрители, не переключайтесь. Смотрите НВК Саха-24. Всего доброго! Пока. Ну и все-таки я бы хотел сейчас спросить, все-таки у нас есть еще несколько секунд, пожелания будущим керлингистам. Коротко, 5 секунд. Уважаемые керлингисты, приходите к нам на тренировки, да, на бесплатные мастер-классы и занимайтесь керлингом. Керлинг! Потому что все.
Все, успели. 5 секунд.